избиением колонн для пожилых содержания. Вы подтверждаете? Я не подтверждаю, я настаиваю на этом. Это было на самом деле. И люди там просто, если честно, могу сказать, не просто почти вешались из-за того, как там били до того момента, как нас туда привезли. И это было не только в этой колонии, и в других колониях. Вот сейчас даже на Хакбак посадили начальника оперативного отдела за то, что бил и выбивал показания. И он сидит сейчас в Екатеринбурге в СИЗО. И было и в Свердловской области точно так же. И били в присутствии следователя Овсянникова. Он был там и видел, и не пресек этого. И Лыжин тоже об этом знал. Я подробно уже об этом в суде я поясню. Избиения когда бы закончились? В начале февраля. Какого года? 2010 года. После того, как применили федеральный закон о защите свидетелей потерпевших. После этого нас перестали бить. Следователь Свердловской области применил этот федеральный закон. Можно подробности съемки вашего признания на видеокамеру для телеканалов? У меня была зависимая ситуация. Я не мог отказаться от этого. Мне сказали сделать, я это сделал. Я спасал свою жизнь, понимаете? И я ждал, чтобы сюда приехать и здесь все об этом сказать. Мне повезло, что я смог там это сделать, потому что применили этот закон. Понимаете, нас просто обезопасили. Те, кто нас бил, потом к нам не имел доступа. Поэтому я как бы встретился с Виктором Ивановичем, все ему рассказал. Со стороны других осужденных испытываете какие-то давления или что-то еще? Сейчас нет. Извините, а может быть Кристалев что-то пояснит? Почему мне пояснять? Просто я сказал, подтверждаю все, что сказал Коля. Просто если нас там били, конечно, мы будем говорить так, как нас требуют. Если нас перестали бить, мы сразу, что нас